Настоящим патриотам болгаро-чувашского народа нелегко. Но внутренняя сила духа чундашей, которая сохранилась у нас с эпохи гуннов, Великой Болгарии, 8 век, Волжской Болгарии, 13 век, помогает нам выдержать все удары судьбы и сохранить в нас настоящее величие духа. И оно дает нам возможность быть всегда патриотом своего времени в 21 веку. И этим гордимся. В настоящее время только чувашский язык является живым языком булгарской ветви тюркских языков. Чуваши значительно ранее русских начали жить своей обособленной, хорошо налаженной государственной жизнью. Болгары-чуваши намного раньше, 7 век, чем русские, носили кожаные сапоги. Они изобрели пушку, которую назвали туарангом. Доказано, покоритель Сибири для московского государства в конце XVI века и храбрые казаки – выходцы из болгар и чуваш. Поэтому справедливо, что мы Ермака считаем своим соплеменником. Его родовые земли – деревня Ермак Маргаузского района Чувашии. Так написал в этой книге Чундашсем Чунчеревре, вот она, книга, академик, писатель Турхан Юрий Дадюков-Чудай. 2.08.2019 году, Фанагория, Крым. Для чего я это прочитал вам? Сегодня Юрий Витальевич Дадюков позвонил и мне говорит, возобновляется чувашское молодежное движение под руководством Олега Михайловича Улдияр, Чундаш. С 9 июля по 19 июля организовывается путешествие по историческим местам проживания чувашского народа. Желающим познать историю чувашского народа приглашает в дорогу, в путь. Значит так, маршрут Канаш, Батурский район, на комфортабельном автобусе и дальше. В Батуровском районе посещение музея Коколя, затем на могилу Геннадия Айги, Мета-Вашлей, Пензенский район, затем посещение самарских чувашей, ну, разумеется, праздничные обеды, гости, они гостей умеют встречать. Затем Волгоград, Мамаев курган, Элиста, Махачкала, 4 ночи у Каспийского моря. Экскурсия, затем Буйнакс, установка памятного столба города Дербент и посещение Кизлярского коньячного завода. Желающим вы можете позвонить по телефону Олега Михайловича Цыпленкова Улдияр 8 927 667 93 23. И затем Юрий Дадюков Чудай. По всем справкам по поводу вот этого объявления 8 927 846 48 80. Дорогие наши зрители, я не биограф Олега Михайловича, но я его знаю давно, еще 90-х лет. Приходилось даже участвовать в каких-то праздничных мероприятиях совместно. Я как эстрадный певец, артист, тогда выступал.
Но вот прошли многие годы, Олег Михайлович занимался делом во благо чувашского народа. И вот, обращаясь к этой книге, а выпустили его Раис Сарби, наша народная поэтесса Чувашии, и академик, писатель, краевед, исследователь Юрий Витальевич Дудюков Чудай. От имени всех чувашей города Булгар поздравляем 60-летием юбилеем Олега Цыпленкова Ульдияра, нашего друга и соратника, который очень много сделал для развития дружбы чувашей города Булгар с жителями Чувашской республики. Его документальные фильмы о бытии жизни, творчестве наших сородичей, материалы, связанные с историческими корнями нашего народа, вдохновляют нас. Фильмы останутся золотым фондом для наших детей и внуков. Желаем творческих успехов, крепкого здоровья и новых фильмов про нашу великую историю болгар и чувашей. Так написала Валентина Михайловна Якличева, Чундаш, председатель отделения чувашей города Булгар, 11.09.2019 года. Я не биограф Олега Михайловича, поэтому я обращаюсь к этой книге, потому что эта книга является тем самым документом, который отражает всю действительность и трудолюбие этого человека, Олега Михайловича. Организации ими вот этих путешествий мне очень сложно рассказать, где только он не был. Во-первых, он совершил 32 поездки, то есть он организовал 32 поездки. Это и Казахстан, Туркестан, Азербайджан, стороны Ирана, исследования. Я как-то видел видеофильм, значит, где говорится, что именно в Иране до сих пор живут представители так называемого чувашского народа. То есть нельзя сказать, что вот они именно чуваши, но там, где они живут, местность, она как-то связана именно с чувашским названием. Алтай, Сибирь, Урал, Булгар, немаловажно. Последние 2 года это время, которое мы обозначаем нашествием коронавируса, путешествия не происходили. 2 года без выезда. Но теперь это как бы утихло, угасло. И вновь вот эти путешествия для познания истории чувашского народа, оно немаловажно для каждого человека. Вот это путешествие вновь возобновляется. Было традицией ежегодное паломничество чувашской молодежи по историческим местам Волжско-Камской Болгарии. Автобусное путешествие организуется по инициативе Союза чувашской молодежи «Сувар», Чувашского национального конгресса. И теперь в заключение. Конечно, лето – хорошее время для путешествий. Если у кого есть возможность поехать в такое путешествие, пожалуйста, обращайтесь. Деятельность Олега Михайловича, его труды невозможно в 3 словах вот так
объяснить, сказать. Я бы назвал его деятельность как акт доброй воли, как посол доброй воли от имени болгаро-чувашского народа другим народам, обращение к другим народам, интересами другим народам, их проживанием, их культурой, историей. Вот это, я думаю, очень важно. Таким образом, я с вами не прощаюсь, дорогие наши зрители Самона ТВ. Звоните, интересуйтесь. Да будет вам добрый путь. До новых встреч!